События Бирюлева – это те события, которые, извините за банальность, как лакмусовая бумажка, показала, что происходит в нашем обществе. И тут нет одной темы, и нет одного решения этой проблемы. Самое легкое – это выразить соболезнования семье погибших, что я и сделаю, наверное, и делаю. И сказать, что, конечно, очень плохо, что у нас совершаются бытовые преступления, и ни за что из хулиганских побуждений один человек убивает другого человека. Ну, тут даже вопросов нет. Это плохо, и тот, кто это сделал, если это сделал мой соплеменник или не мой соплеменник, другой человек, он все равно должен быть наказан по всей строгости закона Российской Федерации. Все понятно. Второй вопрос – это отношение правоохранительных органов к этому преступлению. Я буду очень рад, если окажется, что они действительно нашли преступника и быстро его арестовали. Увы, это не такой частый случай в деятельности наших правоохранительных органов. Ну, например, через день в том же Бирюлево был найден труп человека с 15 ножевыми ранениями, не принадлежащего ни к одной коренной национальности России. Мы из прессы не знаем ни фамилии его, ни как было совершено это преступление, ни как ведется следствие. Узбек, да? Я просто не хочу повторять ошибки моих коллег и намеренно не называю фамилии национальности на человека. Нам стало известно, что один из моих бывших соотечественников, я 30 лет назад уехал из Азербайджана, поэтому уже мои бывшие соотечественники, хотя я считаю себя азербайджанцем, и считаю Азербайджан исторической родиной своей, тоже был найден мертвым в том же самом районе. О том, как ведется следствие по этому поводу, кто это такие, убийцы этих людей, мы не знаем. Это показывает, что не все нашим доблестным органам внутренних дел, нашим полицейским удается сделать быстро и показательно. Второй момент, который вызвал у меня, как у гражданина России, бурю возмущения, потому что я догадывался, как и многие журналисты, и многие наши граждане, что с задержанными обращаются грубо. Но я никогда не мог поверить, что так открыто покажут избиение прикованного человека, закованного в наручники человека. Я никогда не мог поверить, что из задержания обычного бытового преступника устроят показательное шоу. Я не очень понимаю, я ведь все-таки гражданин России, плачу налоги. Мне казалось бы, что за пролет этих двух вертолетов, можно было, может быть, зарплату где-нибудь милиционерам повысить, премию какую-то выдать, а не вести мелкого убийцу. К сожалению, факты есть факты. Он убийца, он преступник, если это докажет суд. Тратить на него такие деньги, я не очень понимаю, зачем. Чтобы посмотрел министр ему в глаза. Это замечательно. В стране такого уровня преступлений происходит огромное количество, к сожалению. И я бы очень хотел, чтобы, если министр уж взял такую традицию, давайте он всем преступникам будет смотреть в глаза. Может быть, это поможет искоренить у нас преступность. Если это поможет, я готов и на вертолеты, как налогоплательщик, согласиться, и на то, чтобы господин Колокольцев смотрел всем преступникам в глаза. Они испугаются, им станет стыдно и перестанут совершать последующих преступлений. Но понятно, все, о чем я сейчас говорю, это частности. В том числе и частности, экономические разборки вокруг Бирюлевской овощной базы. Овощная база Бирюлева существует 20 лет. Почему кому-то понадобилось, чтобы на базе Бирюлева сменились хозяева? Совершенно или напрасно, почему ее... потому что бытует такая версия, что это передел собственности просто. Вы знаете, я 5 лет до этого когда-то возглавлял совершенно секретно и требовал от своих журналистов, если они что-то не знают, то лучше слухами не делиться. Но, тем не менее, есть опасность, что это идет передел собственности.
Есть опасность, что нынешние владельцы базы не будут допущены к строительству других баз, а в Москве будет построена другая база. И вообще с овощными базами надо что-то делать и менять саму структуру поставки овощей в Россию. Бизнес сложный, нужны огромные деньги, овощи портятся быстро, и я не знаю, кто будет заниматься этим, если не профессионал. Я сейчас хочу сказать про другое. Я хочу сказать, что мы иногда кривим душой. Многие движения называют себя, кстати, уже запрещенные, движением против нелегальной иммиграции. Мы в прессе, в беседах говорим, что мы против нелегальной иммиграции. Конечно, я против нелегальной иммиграции. Но, положа руку на сердце, давайте скажем, что простой человек, собирающийся на народный сход, митинг, акцию или демонстрацию, вряд ли различит в гражданине, который ему не нравится, легальный он мигрант или нелегальный. Ну, он же не видит его справки, он не будет все это выяснять. Мне кажется, и поэтому проблема глубока, остра и трудно решаема, что мы в нашей стране достигли некой линии, некой точки кипения, когда количество людей другой национальности, других национальностей у нас, в наших российских городах, зашкаливает. Понимаете? И эта проблема существует. Эта проблема существует. Но тем не менее, это, конечно, вызывает некое неприятие. Вот что с этим неприятием делать? Сокращать количество мигрантов? Безусловно. Безусловно. Потому что это проблема экономическая, которая перерастает в политическую, и проблема, которая расшатывает наше государство. С одной стороны. Но с другой стороны, мы же сами прекрасно понимаем, что количество русского населения в России мы никак не можем увеличить. Но проблема намного проще, чем закрытие овощных баз в городе Москве, чем поступок того или иного приехавшего сюда нерусского человека, чем общая ситуация в городе Москве. Проблема связана с будущим нашего российского государства. Справимся ли мы, коренные жители России, и нам, коренным жителям России, тоже надо задуматься, да? Ну хорошо, сегодня вместе с нами понятные нам, понятные азербайджанцам, узбеки, таджики, киргизы, понятные русским людям люди, потому что хотя бы фильмы смотрели те же самые, хотя бы образы у нас сохранились те же самые. Но если мы все время будем заменять русское население, татарское население и прочее население России на население других государств, то дальше мы получим не только близких нам по духу и отчасти даже и по общему историческому прошлому жителей государств СНГ, но получим вьетнамцев, еще больше китайцев, бангладешцев, что это, как получает другая Европа, совсем чуждых по культуре и общему прошлому людей. То есть повышаете деторождаемость, уважаемое коренное население, хочет сказать. Другого пути я не вижу. Ну, точно так же, как и я, думают и Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что уже и материнский капитал, уже и грех говорить, что о рождаемости у нас не заботится. Да? Не рожаем. Тем не менее, у меня вызывает озабоченность предстоящая через 2 недели празднование 4 ноября, государственного праздника России, и попытки провести разрешенные, а еще хуже неразрешенные русские марши в городах Российской Федерации. Я бы попросил своих земляков в такое тревожное время все-таки быть поосторожнее, и если во время этих актов будут физическое воздействие на них, да, то лучше на это время вообще не работать ресторанам и так далее, веселительным заведениям, чем подвергнуться разгрому и физическому воздействию. Я бы хотел, чтобы русские марши, они состоятся в любом случае. Это были марши честных русских людей,
против продажных русских людей. Потому что состояние с миграцией в России, и незаконной в том числе, зависит от продажных русских людей. Чтобы это были марши честных, не русских людей, граждан России, против продажных не русских людей. Добрый день, уважаемые коллеги. Прекрасно выступил наш уважаемый пан. Практически ситуацию владеет, потому что более 30 лет находится на территории российского государства, соответственно, советского государства, а сегодня российского государства. Перед тем, что начать свое выступление, хочу выразить наше соболезнование в связи с гибелью из рук мигранта, гражданина Российской Федерации Егора Щербакова. Я считаю, что он был таджиком, потому что он был незащищенным в собственном государстве. Он не мог просто пройти по городу, пройти по улицам, прогуляться со своей девушкой. В таких условиях находятся таджики, а их более 2 миллионов в России. Нам надо сегодня искать корни зла. Искать надо совместно с представителями СМИ, а поменьше говорить о нашей истории, а можем мы нашими убеждениями сохранить сегодняшнюю Россию, чтобы наши враги не сделали, что российское государство стало такое государство, как Советский Союз, что расчленили на разных регионах. Нам и так жалко, и так обидно, и так больно то, что произошло тогда, в 1991 году. 3 славяна решили, что они смогут справиться с такой державой, как российское государство. Мы видим сегодня, что России невозможно представить без труда иммигрантов. Но они нуждаются в защите. У каждого у них есть дети, у каждого у них есть надежда к тому, что можно возвращаться на родину или остаться в России, сохранить семью, или жениться в новой семье. У каждого этого мигранта есть надежда, что избрание их президентов на родине когда-то-нибудь спасет их жизнь, а поменьше заниматься обнимками на уровень ШОС, на уровень ОДКБ, на уровень других, которые созданы организации наподобие на постстран СНГ. Позор тем людям, которые лидерам сегодня говорят, у нас все сохранено, мы защищаем границу России от афганских террористов и талибов, а при этом уничтожаем на территории России собственных народ, в том числе узбеков, таджиков, киргизов, азербайджанцев и других, и русских, соответственно. В первую очередь русских мы уничтожаем здесь. Вы обратили внимание, только в Воронежской области, прибывшие из Таджикистана, сотни семей русских в каком положении находятся? Они до сих пор живут в тех же будках, в тех же контейнерах. Правильно говорят сегодня русские патриоты. Я поддерживаю в каком-то плане их. Да, они вышли. Они сказали, что да, здесь криминал. А вы задавайте вопрос, откуда криминал появился в российском государстве? Что у нас за фраза «азербайджанские евреи»? Разве не помните историю с Гитлером? Тогда не были польские евреи в Германии в 1933 году. И что с ними происходило тогда же? Разве у нас нет единой партии в российском государстве? И сопредседателем господин Лужков со своей Еленой, они создали гестапо вокруг Черкизского рынка же. Где господин Тельман? Это последствия того, что мы сегодня видим, что происходит с трудовых иммигрантов из стран СНГ на территории России же. Да, слишком много. Куда им деваться? Куда им идти больше? Если мы говорим, что у нас граница открыта, мы едем в каждых странах, в том числе СНГ, проводим дни культуры русского народа или российского народа, или Таджикистана в России, при этом говорим, у нас граница открыта. При этом говорим, что у нас, вы приезжаете, и вас здесь ждут. От кого это все исходит? От высокопоставленных чиновников сегодняшнего нашего российского государства. Россия является правопреемником советского государства и всегда диктует тоже Таджикистану, тоже Узбекистану, Киргизии и других странах. Вы приезжайте, мы вам гарантии здесь даем. Вы обратите внимание, сегодняшний уход мигрантов к чему может привести. У меня есть обращение на имя господина Путина. Я обязательно зачитаю это обращение. Созрел именно тот момент, когда общество должно определиться, что делать дальше со своими трудовыми мигрантами, потому что мы также являемся гражданами тех стран СНГ, в том числе являюсь таджиком. Я должен болеть за Таджикистана. При этом не забывать российское государство. Эти мигранты хотят возвращаться на родину. Эти мигранты хотят, чтобы их руководство страны самостоятельно, демократическим путем, по принципам демократии, развивали межгосударственные отношения со странами Запада, в том числе США. Им же не позволяет других, в частности, наши уважаемые любимые России.
не позволяет сегодняшний Таджикистан, который я здесь написал, для того, чтобы введение вызова, именно трудовой вызов, для того, чтобы возвратить на территорию Таджикистана 600 тысяч призывников. По прибытии на территорию России с 17 до 27 лет находятся граждане России в ожидании, когда срок призывной у них закончится. И одновременно хочу просить господина Рахмонова, чтобы он объявил амнистию. Эти граждане не хотят остаться в России, они боятся собственных своих командиров, военачальников, генералов в Таджикистане. Потому что их будут призывать в армию на 2 года. Это армия, которая голодная, холодная и без обуви. А при этом говорим, что граница на территории СНГ защищена. Мы даем 200 миллионов долларов руководству Таджикистана для того, чтобы приобрести новейшее оружие, новейшую технику. Да лучше приобрести обмундирование для солдат. Не лучше было бы так бы сделать? Сегодня я думаю, что наши коллеги, вот уважаемые еще в Узбекистане есть, в конечном итоге мы видим, в каком положении находятся мигранты после событий Брилев. Доступ туда никого не было. Не говоря о лидерах таджикской диаспоры, Узбекистана, там, Азербайджана, может, Азербайджан там доступ имел. Или Армения. Мы туда доступ не имели. Таких рынков только на территории Москвы более 28. Вы обращайте внимание, практически 250 тысяч граждан Таджикистана находятся в рабских условиях. Они в чьи руки находятся? Все хозяева, пускай не обижаются наши уважаемые, это азербайджанцы, все являются предпринимателями. Армяне, Северный Кавказ, евреи, югославцы, турки. Почему так произошло, что граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана в течение последних 15 лет, не буду говорить 20 лет, становятся рабами на территории России государства, при этом действует на территории России международные правозащитные организации, их назвал господин Путин агентом зарубежным, они на самом деле агенты были, и они до сих пор работают, и не поддерживали инициативу тех стран, которые имели национальных диаспор. Почему это я говорю? Потому что я лично создавал конференцию, создавал лидеров всех диаспор, приглашал туда, именно в Дом национальности. Не надо нам создавать вокруг президента общественную палату. Необходимо создать национальные диаспоров, это общественные наши организации при президенте России, где мы должны напрямую докладывать господину Рамадановскому, мэру города, губернаторов регионов, о чем сейчас речь идет, в каком положении находятся трудовых мигрантов. Тогда были выходы из положения. Мы могли предвидеть то, что происходит, может быть, сегодня или завтра, и предыдущие события, которые произошли в Брилеве. А вы что думаете, завтра не будет на рынке, где торговый центр Москва? Или не будет на том же, называемый так, рынок, который находится у нас на Садовод? Будет. Что только в одном Садоводе. 8,5 тысяч граждан Таджикистана находятся без документов. А другая сторона просто, лиц, которые получили документов официально, за большие деньги, из числа граждан Таджикистана, находятся в спецприемниках. Они получили официально. За это заплатили 50 тысяч рублей. В нашем государстве российском. И никаких расследований не проводится. В том числе в этом пункте тоже отмечал. Обратите, самое главное, каждый 10-й гражданин Таджикистана за 2012 год и по сегодняшний день не получает заработной платы. Не знает, куда ему обращаться. Вот он не знает, куда. В посольство бесполезно, в суд бесполезно, соответственно, в других структурах власти бесполезно. Когда к диаспоре обращается гражданин Таджикистана, мы обязаны обращаться к работодателю. А работодатель сразу дает нам знать. Я сын того-то, того-то племянника, того-то прокурора. Я знаю хорошо глава администрации того-то, того-то. В конечном итоге он приходит к нам с 10-12 боевиками. Вы назовите хоть в одной стране мира рынок охраняется автоматами? Рынок на Садоводе на расстоянии 10 метров от МКАДа стоят вооруженные люди ЧОП. Если в случае нападения, в случае неразбериха, он должен открывать огонь. Он же не часовой, он не защищает государственную границу, он обязан стрелять с автомата. И последует, что может произойти. Наши чиновники проезжают по МКАДу, а что, не замечают? Почему я должен замечать это все дело? Я конкретно говорю фамилию людей. Я конкретно говорю, что сегодняшние события, которые происходят с мигрантами, благодаря господину Рамадановскому. Дальше смотрите, арест идет поезд Душанбе-Москва. Что за поезд? Его называется вечером все телевизионщики наш шайтан. Ну, прекрасно вы знаете, что во всех событиях, которые происходят в России, звучит вечером слово таджик. Кто в этом заинтересован? Потому что мы все хотим, чтобы была большая партия поставка наркотиков через Таджикистан из Афганистана в Россию. Все это будем сваливать на простого таджика.
Вот я сегодня в 2 часа буду в СИЗО. Я и до этого был встречаться буду с людьми. Ни один трудовой мигрант ни грамм наркотика не продавал. Те, которые там сидят, это все завербованные люди. Между различными структурами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и нашей уважаемой России. Вот надо о чем говорить Владимиру Соловьеву. Надо вот о чем говорить человек о законе. А момент истины вас. Давайте мы проводим расследование. Давайте мы вам все раскроем сегодня. Мы вам дадим. Мы за стабильность России. Мы за российскую державу. Но при этом хотим, чтобы наши люди, которые приезжают и надеются тоже на нас, они были защищены. Они были защищены. Поэтому не буду занимать время нашего товарища. Вы будете первым свидетелем, да. Вот просто я зачитаю, не полностью, да. Зачитаю, что это бумага, буквально проект. Ну, сегодня, скорее всего, не будет, завтра уже будет отправлено в администрацию. Уважаемый наш президент Владимир Владимирович Путин, от имени Общероссийского общественного движения «Таджик труда и мигрантов» позвольте выразить наше соболезнование в связи с гибелью от рук мигранта гражданина Российской Федерации Егора Щербакова. Светлая ему память. Я думаю, что стоило бы нам минуту молчания, правильно, попросить вас, чтобы стать, значит, да, памяти нашего. Простите. Обратиться с письмом президента Российской Федерации нас заставляли на недовольство местного населения, заселения мигрантов из Средней Азии, которые умело направляются провокаторами, боевиками, активистами из числа неонацистов, у которых может перерасти в народный бунт на национальной почве. В целях сохранения мира, духа дружбы и взаимоуважения российского таджикского народа участники движения таджикского труда и мигранты предлагают предпринимать ряд срочных мер по снижению напряженности в российском обществе. Во-первых, для граждан Таджикистана, приезжих в Россию с целью работы, ввести трудовой вызов с указанием конкретного объекта, приложения его рабочей силы или же с указанием физического лица, использующего труд иностранного рабочего. Во-вторых, так как на территории России на сегодняшний день находится порядка 600 тысяч молодых таджикистанцев, покинувших родину по причине уклонения от службы в армии, не выдавать трудовые вызовы гражданам призывного возраста, не служащим в рядах вооруженных сил Таджикистана. Я вам говорю, что мы обращаемся к господину Рахмонову, что он объявил амнистию по отношению к призывникам. Приостановить депортацию и выдворение мигрантов с территории России, имеющих патент или же разрешение на работу. Пятый. Сформировать комиссии из представителей ФМС, Общественной палаты, СМИ и правозащитных организаций и провести ряд рейдов по спецприемникам, где содержатся трудящиеся мигранты на предмет выяснения подлинных причин задержаний. Шестой. Не выдворять и не депортировать из России мигрантов, имеющих претензии к работодателю по вопросу невыплаты заработной платы до полного погашения работодателя долга. Седьмой. Осуществить зачистку криминальных элементов среди мигрантов в торговле и рынках. В целях сокращения потока мигрантов наряду со стимулированием создания в Таджикистане курсов по изучению русского языка и истории России на основе законодательства РФ. Просим вас способствовать созданию рабочих мест в Республике Таджикистан. Со своей стороны участники общероссийского общественного движения «Таджик труда и мигранты» поддерживает стратегию государственной и национальной политики российского государства и готовы активно участвовать в социальной и культурной адаптации, интеграции мигрантов, взаимодействию с государственными и муниципальными органами РФ в целях укрепления международного сотрудничества России и Таджикистана. Спасибо вам за внимание. Добрый день, дорогие коллеги. Значит, в первую очередь выражаю от имени всех узбекистанцев, узбекистанцев, близким семьям Егора Щербакова и Раманбергана Кургунова, уроженца города Ургенча, Хорезмской области, Узбекистан, и многим другим. Искренние соболезнования, крепости духа. Мой коллега Карамат Аклович очень правильно сказал. Пример Егора Щербакова. Егор Щербаков действительно был таджиком, а я хочу вам сказать, чтобы он был узбеком. Действительно, он был не защищен. Как незащищенные наши российские соотечественники, десятки миллионов их. Поэтому на нас тоже, коллеги, лежит огромная ответственность. Почему в таком состоянии находится наше общество? Я не зря эти слова повторяюсь, коллеги. В сегодняшний день Всероссийский конгресс узбеков и узбекистанцев имеет свое представительство в 66 субъектах Российской Федерации. Мы обращались к Федеральной миграционной службе. Значит, были у нас встречи с руководством ГУВД города Москвы.
И мы предлагали, значит, нас, как Конгресс, как узбеков, как таджиков, как и других национальных образований, значит, как бы пустили общественные советы или общественно-консультативные советы этих уважаемых структур. Потому как мы не видим там представителей многочисленных этносов, наций или диаспор. От этого было бы больше толка. Хочу для уточнения, коллеги, у нас во многих регионах происходит полицейский беспредел с участием неонационалистов. Вместе, совместно практически. Отбирается у узбека паспорт, и иногда рвут эти паспорта и выкидывают. Если будет возмущаться трудовой мигрант, он тут же оказывается в СИЗО. Нам, россиянам, я уже более 33 года живу здесь, мои дети здесь, они больше говорят по-русски, даже по-узбекски плохо разговаривают, но они россияне. Куда мы катимся? Мы эти вопросы везде поднимаем, там, где мы сможем. Ну вот, пример. В Воронежской области за последние 5 лет мы отправили 152 человека на родину. Это так называемый груз-200. Около половины этих граждан Узбекистана и если граждан Таджикистана, они погибли от рук произвола и полиции, и больше, конечно, от рук националистов. Коллеги, мы все знаем историю хорошо. Богобоязненный, трудолюбивый узбекский народ, даже на примере города Ташкента, перед началом войны в 1941 году имело население 500 тысяч. И приняли к себе, город Ташкент принял 1,5 миллиона населения западных регионов Советского Союза, из России, Беларуси, Украины. Случилась у нас беда в 1967 году, землетрясение. Представители всех народов, и русские, украинцы, все приехали, восстановили хлебный город Ташкент. История учит правильных, умных людей, коллеги. Неужели мы забыли, что мудрость народная, кто не помнит прошлое, у того нет будущего. Хотелось бы, коллеги, еще остановиться на том, что демографическую проблему мы зачасто поднимаем. Значит, очень мудрые были выражения. Я хочу подчеркнуть один такой момент. В 2012 году только в маленькой области, Ивановской области, значит, умерло 18 тысяч человек, а родилось 11 тысяч. Только Ивановская область в минусе на 7 тысяч человек. И в других регионах, я сейчас не хочу вам открывать Америку, у нас значительно другие проблемы, выше крыши. Значит, пока мы говорим по-русски, я говорю мы, значит, имею в виду постсоветское пространство. Мой коллега Рустам очень правильно обозначил, 3 великих представителя великих народов развалили достойную империю мирового характера. И сегодняшний день, коллеги, те, которые участвовали в этом развале, и те, которые участвовали со стороны заокеанских представителей серьезных спецслужб, все они дают признание. Все они признают и без стыда, без всяких моментов обозначают нам, как они нашу страну развалили. Так, ради гордости за свой народ, коллеги, лично я горжусь, что я родился узбеком. Я горд, что я являюсь москвичом, россиянином. Но неужели у нас нет элементов чувства гордости отстаивать свои интересы, сохранить свою государственность? Будет плохо России, будет плохо всем нам. Уважаемый Кармач Адваклович очень правильно заметил. Значит, мы сегодняшний день проводим вдоль поперек те мероприятия, которые обязаны проводить государственные органы власти. И как законодательные, так и исполнительные. И мы, коллеги, с участием средств массовой информации, с участием общественной организации, можем дать власти понять, что мы
не пришельцы, мы не инопланетяне, мы продукты этой страны. Поэтому, коллеги, значит, вот в завершение своих слов, значит, хочу заверить вас, в нашем Конгрессе мы много чего проработали. Если мешает местное население, значит, какие-то дисбалансы социального или такого плана появляются, ненависть, нетерпимость друг к другу, так мы предложили и сейчас хотим заявить, через образование социальных адаптационных центров для трудовых мигрантов мы можем определенно решить вот этот дисбаланс в отношениях. Касательно криминально коррумпированных моментов, вот правильно было здесь замечено, значит, все властные структуры знали, где находится Покровский рынок. Практически там, значит, славянской внешности можно редко увидеть человека. Все остальные, значит, люди похожи на меня или на моего коллег, как бы. А почему нельзя было это решать? Почему межнациональные вопросы нельзя было там решать, на уровне управы, на уровне префектуры, на уровне власти Москвы? Можно было это решать. Вот, и мы пожинаем результаты. И те, которые, вот я тоже так же считаю, как и мои коллеги, беспорядки не хотели близкие Егора Щербакова. Значит, подцепили неофашисты и определенные круги. И они же это финансировали. И на сегодняшний день, если вот мы знаем Егора Щербакова и Раманбергана Кургунова, значит, по нашей информации, вот, 12 человек погибших. А по информациям морга Тарного проезда, дом 3, там лежит около 60 трупов. Это когда было? Значит, ну, это информация вот буквально с субботнего утра. Значит, конечно, эту информацию надо проверить. Значит, эту информацию надо проверить. Я думаю, что сегодня-завтра мы встретимся в Южном административном округе. Значит, попробуем вас дополнительно, если что, проинформировать. Поэтому, коллеги, значит, есть предложение, значит, держаться вместе за свой народ, за свою родину. Нам решать проблемы надо самим. И в том числе заниматься нам нужно не только в России, а в сопредельных нами родственных республиках, заниматься воспитанием молодежи. По ходу развала Советского Союза молодежной политикой никто практически не занимается. Так же, как и не занимается межнациональными отношениями. Было достойное Министерство национальности СССР и в России. Его распределили 4 министерствам. Сегодня никто не занимается мониторингом и решением проблем межнациональных отношений.